Здравствуйте! В прямом эфире на ТНВ новости Татарстана. В студии Милевша Кашапова, и мы готовы рассказать о событиях дня к этому часу. Подполковник Ирик Магасумов, герой Российской Федерации. Это не только моя заслуга, а именно моего личного состава, с которым я с первого дня находился на специальной военной операции. Как им гордятся родные и близкие, и какой сюрприз готовят на малой родине, расскажет Алия Хайрудинова. Больше 8 тысяч интернет-преступлений с ущербом в 2 миллиарда рублей. То есть у нас теперь независимо от возраста, социального статуса, профессии, все попадают на уловки мошенничества. О новых видах мошенничества в республике расскажет Рамиль Галиулян. Шестиполосная магистраль без светофоров и перекрестков. Очень жду эту дорогу, потому что мне и в деревне ездить по этой дороге как раз было бы удобно, на М7 выход будет. В октябре запустят движение по первому участку Вознесенского тракта. Первой по дороге сегодня уже проехала Вероника Гайнудзинова. Именем Героя России Ирика Магасумова назовут улицу в Мамадыше. В первой школе, где он учился, установят памятную доску. Об этом сегодня в интервью нашему корреспонденту заявил глава района Анатолий Иванов. Накануне золотую звезду Героя Ирику Магасумову вручил президент Владимир Путин. Поздравительную телеграмму направил раис республики Рустам Минниханов. Торжественное мероприятие прошло в Московском Кремле. Ирик Магасумов родился в Мамадыше, поступил в Казанское танковое училище, затем перевелся в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище в Благовещенске. С первых дней СВО он встал на защиту жителей Донбасса и нашей страны. Мы сегодня отправились к маме героя и его друзьям на малой родине. Все о герое узнала и даже поздравила лично Алия Хайрудинова. Benim işim bu çiçekler iптешләремнән дә балайрак. Менә була бит кешеләрнең итә. Буларга мин бүтән серләремне. Назира Магасумова говорит, самое сокровенное то, что иногда рвет душу, она может рассказать цветам. Накануне делилась с ними огромной радостью. Теперь она мама героя России. Ее сын Ирик Магасумов, кавалер 3 орденов мужества, выполнив боевой долг, продолжает писать героическую летопись страны. Телефоннар юк иде. Он с детства был очень ответственным. Телефонов тогда не было. Мы с ним завели общую тетрадь. Я пишу: как вернешься со школы, поешь и сделай уроки. Он отвечал: мам, я поел, убрался, пошел гулять, долго не буду. Он всегда заботился обо мне. Забота проявлялась во всем. И даже когда началась специальная военная операция, Ирик сказал маме: едет в командировку. Но материнское сердце не обманешь. Может, ты связка чыгал, мам, ди? Тогда я ему сказала: ведь до пенсии совсем чуть-чуть осталось. Почему СВО началась сейчас? Ушел бы на пенсию. Тогда он мне ответил: даже если бы на пенсии был, я бы пошел туда. Он всегда был верен мундиру, он настоящий герой. И дома, и на линии соприкосновения. О том, что он герой, теперь знает вся страна. Золотую звезду в Кремле вручил президент Владимир Путин. Звание Героя Российской Федерации присвоено подполковнику Магасумову Иреку Ильдусовичу. Золотые звезды Героя России и ордена мужества будут вручены сегодня большой группе участников специальной военной операции. Уважаемые друзья, благодарю вас за преданную службу России. Вы пришли на передовую с единой целью – быть в трудную минуту с Отечеством и со своим народом. Защитить наши идеалы, культуру, национальные интересы. Ирик сидел за первой партой с отличницей Олей Михеевой. Учился он сам тоже хорошо. Всегда стремился быть лучшим в первых рядах, на передовой. Вот. Это его отличительная черта характера. Ирик Магасумов родился в Мамадыше, окончил первую школу. Любимым предметом была физкультура, но и по другим не отставал. Сейчас учителя понимают, у него была цель – стать военным. К ней он шел, ее и добился. Они пришли в 10 класс уже все собранные, подтянутые. Особенно вот я всегда на него смотрела. И даже когда вот вручали ему награду, смотрю, думаю, это же мой Ирик. Вот такой он статный, красивый. Увидев вчера сообщение, видео сообщение, как вручает такую большую награду моему однокласснику,
конечно, гордость была на высоте. Ирика, помню, с 1 класса на любых соревнованиях он был капитаном, лидером, и мы всегда побеждали. Он как борец за справедливость. Наверное, вот это послужило тому, что он все-таки выбрал путь именно по военной части. После окончания школы Ирик Магасумов поступил в Казанское танковое училище. Отучился 1 курс и перевелся в Дальневосточное общевойсковое командное училище в Благовещенске. Проходил службу в Кемеровской области. И с первых дней спецоперации он на линии соприкосновения. Сегодня с ним, пока по видеосвязи, нам удалось пообщаться. Эмоции были, я думаю, непередаваемые словами, просто ощущениями. То есть момент подхода к верховному главнокомандующему слышал вроде только его, что происходило вокруг, как будто само по себе как-то испарилось, так скажем. Ну, а по поводу освещения награды, это, я еще раз повторюсь, это не только моя заслуга, а именно моего личного состава, с которым я с первого дня находился на специальной военной операции. Когда вернется на малую родину, Ирик Магасумов не знает. Говорит, после победы. Я думаю, после окончания спецоперации, я думаю, пока так. А мы-то думали, скоро. Ирик, какой настрой? Только боевой, однозначно. К его приезду уже готовятся. Именем героя назовут улицу в Мамадыше. В родной школе установят мемориальную доску. Конечно, это гордость для всего нашего населения, нашего района, города. На его примере будем воспитывать наше подрастающее поколение, наша молодежь. Сегодня Ирик Магасумов в Москве. Короткая встреча с семьей и снова в зону спецоперации. «Я там сейчас нужнее», говорит наш герой. Приезжай, Мамадыш, ждем тебя. Алия Хайрудинова, Адель Мендубаев, ТНВ, Мамадыш. Сегодня Татарстан передал очередную гуманитарную помощь Лисичанску. КАМАЗ передали артисты Качаловского театра. Уже завтра грузовик отправится помогать татарстанцам восстанавливать город в ЛНР. Грузовик также доставит оборудование для теплоснабжения города. Сейчас в Лисичанске уже везде есть газ и на 50% электроснабжения. К холодам планируют запустить центральное отопление. За время шествия над городом республика направила 27 машин. Это грузовики, легковые автомобили и спецтехника. Как культурный фронт подключился к помощи в репортаже Павла Драгунова. Отдаю ключи. Этот КАМАЗ 9 лет назад Качаловскому театру подарил Рустам Минниханов. Сегодня труппа передает его в Лисичанск. Я рад, что Рустам Нургалевич поддержал наше предложение передать этот КАМАЗ администрации Лисичанска. Он будет приносить пользу мирному населению, и победа будет за нами. Грузовик за эти годы проехал всего 15 тысяч километров и находится в идеальном состоянии. Ключи получил вице-премьер Евгений Варакин. Он курирует восстановление Лисичанска и Рубежного. В эти дни находится в Казани. Он поблагодарил Рустама Минниханова и директора театра за технику и отметил, такая помощь неоценима. Евгений Варакин рассказал, уходя из города, нацисты уничтожили не только инфраструктуру, но и всю технику. Этот КАМАЗ мы планируем поставить на обслуживание гуманитарных центров. 10 гуманитарных центров расположены в городе Лисичанск, которые будут производить развоз именно необходимых продуктов питания и различных вещей жизнедеятельности для осуществления нормальной жизни. Завтра КАМАЗ отправится в Лисичанск. Он будет обслуживать 37 тысяч местных жителей. Грузовик поедет не пустым. Вместе с ним в город доставят оборудование, необходимое для восстановления центрального отопления. Если в том году у нас зима прошла без света, без газа, без воды, то в этом году уже в городе 100% газ появился, свет появился на 50%. И мы планируем, что в этом году жители уже будут жить не с буржуйками в своих квартирах, а мы уже дадим централизованное отопление. За этот год Татарстан направил в Лисичанск 2500 тонн гуманитарного груза. Это продукты, стройматериалы, медикаменты и многое другое. Республика передала для восстановления города 15 тракторов и грузовиков, 10 легковых автомобилей и 2 спецмашины. Павел Драгунов, Владимир Гурьянов, ТНВ, Казань.
Военнослужащие, контрактники из Татарстана проходят обучение перед отправкой в зону специальной военной операции. Мы получили кадры учений военнослужащих на полигоне в Оренбургской области. Они отработали уничтожение укрепленных командных пунктов и бронетехники. В ходе одной из вводных расчеты беспилотников «Орлан-10» обнаружили позиции условного противника. Для их уничтожения выдвинулись расчеты «Гаубиц». Под руководством инструкторов, а также при корректировке огня беспилотниками они нанесли сосредоточенные удары. Всего на учения были задействованы 10 единиц техники и около 100 военнослужащих. Здесь ничего сложного, все обучаемо, офицерский состав помогает, инструктора помогают. Здесь более чем все устраивает. Готов защищать Родину. Победа будет за нами. Если вы тоже хотите помочь жителям Донбасса, то можете записаться на контрактную службу. Соглашение подписывается на год и больше. Для военнослужащих контрактной службы и их семей предусмотрены материальные выплаты. Можно обратиться в местные военкоматы. Единый номер службы отбора вы видите на экране. Участникам спецоперации из набережных Челнов сегодня вручили памятные медали к столетию генерала Махмуда Гареева, президента Академии военных наук страны. На его счету 6 войн и вооруженных конфликтов. Памятные знаки из рук главы Центрального района Автограда получили 4 военнослужащих. Они пришли на награждение вместе с семьями. Торжественная церемония прошла в кадетской школе имени Наримана Кайманова. Присутствующие почтили память погибших солдат минутой молчания и возложили цветы к стелле. Те ребята бравые, которые сегодня на передовой, хотим пожелать им удачи, ребят. Как говорят, возвращайтесь домой быстрее, живыми, здоровыми и с победой. Все необходимое нам Татарстан посылает. Все, что они, как говорится, могут, делают. Очень большое спасибо за это. Ну, а что еще? Я даже не знаю, что там еще. Вроде всего хватает, как говорится. Самое главное, поддержка близких. ЦУМ или Адмиралтейская звездочка. Куда поселят мастеров Татарстана? Споры вокруг Центра народных промыслов в Казани. Ситуацию изучила интернет-газета «Реальное время». Уборочные страда в республике в самом разгаре. Сегодня аграрии намолотили первый 1 миллион тонн зерна. Обмолочено более 371 тысячи гектаров площадей. Средняя урожайность 28 центнеров с гектара. Лидеры жатвы – Цитюшские, Кайбецкие, Дрожжиновские, Камск-Устинские, Зеленодольские и Спасские районы. Аграриев поздравил Рустам Минниханов. Трудолюбию хлеборобов большое спасибо написал в своих соцсетях раис республики и выложил поздравительный ролик. С начала года татарстанцы перевели мошенникам 2 миллиарда рублей. Ежедневно жители республики обманывают в среднем на 10 миллионов. Такие данные сегодня привели в Министерстве внутренних дел. Если на спад идет количество убийств и грабежей, то число киберпреступлений выросло на треть. Как отмечают полицейские, деньги у доверчивых граждан все чаще выманивают по телефону. Кибермошенники с начала года стали придерживаться новой схемы обмана. Теперь они намного активнее используют номера других стран. Обзванивают жертв через мессенджеры. Чаще всего по WhatsApp. На какие сети лучше не попадаться, знает Рамиль Галиуллин. Номер был русский, и в WhatsApp в приложении стоял логотип Сбера. Неизвестные позвонили Злате Новиковой несколько месяцев назад. Схема мошенников простая. Голос в трубке представляется сотрудникам службы безопасности банка. Предупреждает о несанкционированном доступе к счету и просят подтвердить данные. Я сразу сказала, что Сбербанк через WhatsApp и незнакомые номера не звонят. И после этого они начали говорить, что, как вы смеете говорить, что мы мошенники. Нет, мы не мошенники. Я сказала, ладно, все понятно, до свидания. Обратилась в службу безопасности через приложение. Там мне сказали, да, этот номер не является нашим. Другой жительнице Казани, Айгуль, повезло меньше. Девушка просит не называть ее фамилию и показывать лицо. Попытка найти работу обернулась для нее заявлением в полицию. Мошенники выманили через мессенджеры 35 тысяч рублей. Они связались со мной по скайпу
И различными манипуляциями меня там просили зайти в Тинькофф приложение, Сбербанк приложение. Туда-сюда отвлекали меня, и в какой-то момент в процессе разговора мне на телефон приходит код, который тут же исчезает. После этого списываются деньги, то есть я вижу уведомление о том, что деньги списаны, там 35 тысяч с карты. Дистанционный вид мошенничества стал настоящей напастью, говорят правоохранители. С начала года в республике без малого 9 тысяч случаев онлайн-краж. За последние 5 лет рост таких преступлений почти на 500%. Ежедневно аферисты обманывают татарстанцев на 10 миллионов рублей. С начала года жители перевели мошенникам 2 миллиарда. Самая в этом сложность в том, что если раньше были переводы через онлайн-банк, когда мошенники граждан заставляют переводить денежные средства через банковское обслуживание, через телефон, то теперь у нас 70-80% таких мошенничеств, они, продолжаются таким образом, что потерпевшие снимают денежные средства и сами едут по банкоматам и перечисляют на те банковские счета, которые им диктуют мошенники. Опять же, чисто доверяя телефонным разговорам. Своеобразный антирекорд в Татарстане по числу обманутых правоохранители зафиксировали 26 июля. В этот день с заявлением в полицию обратились сразу 13 человек. Все лишились по 1 миллиону рублей. У нас теперь ежедневно данные звонки только растут, граждане доверяют и перечисляют такие большие суммы. То есть у нас теперь независимо от возраста, социального статуса, профессии, все попадают на уловки мошенничества. А чтобы это остановить, нужно общаться, нужно доводить до близких, до родственников, что ни в коем случае доверять нельзя. В МВД отмечают, эффективной защиты от нежелательного обзвона пока нет. В случае, если человек все же ответил на подозрительный звонок, лучше тут же бросить трубку, советуют правоохранители. Не теряет актуальности и такой, казалось бы, старый вид мошенничества из серии «Родственник попал в ДТП». Если за весь прошлый год в республике произошло 252 таких преступления, то только с начала 2023-го уже больше 200 таких случаев. Средний ущерб от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. При этом у таких преступлений высокая раскрываемость – более 90%. Способов обмана все больше, а мошенники действуют все хитрее. Попадались ли в их сети татарстанцы? Мы спросили у них. Представляются представителями органов внутренних дел, что как будто бы какое-то уголовное дело заведено, и я как участник. Много таких звонков поступает, да? Представляются банком, просят назвать свои данные. Сразу понятно, что это мошенники, потому что банк не звонит. Удивляет то, что у них очень много данных обо мне. Иногда называют по имени, иногда говорят какие-то карты, которые открыты в банках. Вот это вот настораживает, конечно, и пугает. Правоохранители предупреждают, ни представители банка, ни сотрудники полиции не имеют права запрашивать личные данные, тем более по телефону. В случае сомнений жителей просят обращаться по телефону 02 или 112. Рамиль Галиуллин, Наиль Абдуллин, ТНВ, Казань. 26-летний мужчина, пострадавший в результате взрыва газа в многоэтажке Нижнекамска, скончался. За его жизнь неделю боролись врачи, но спасти не удалось. Напомним, 25 июля в 5 утра произошел взрыв газа в одной из квартир высотки Новохитова. Прибывшие на место спасатели эвакуировали 9 человек, в том числе одного ребенка. 15 жильцов покинули дом сами. Пострадали 2 человека, пожилая женщина и мужчина, в квартире которого и прогремел взрыв. Следователи возбудили уголовное дело. Мужчину с сильными ожогами госпитализировали в больницу. У него пострадало 90% всего тела. Движение по первому участку Вознесенского тракта в Казани откроют в октябре. Это дорога от улицы Гвардейская до проспекта Победы. Сегодня первыми по ней проехали журналисты. Строительство магистрали начали 2 года назад, хотя заложена эта дорога в генплан города была еще больше полувека назад. Уже тогда было понятно, что без нее столице будет тяжело. Магистраль поможет разгрузить Мамадышский тракт и примет на себя транспортный удар с прилегающих поселков. Планируется, что от М7 до центра Казани по Вознесенскому тракту можно будет добраться за 15 минут. Вероника Гайнудзинова проехала и оценила дорогу. Ни светофоров, ни перекрестков на Вознесенском тракте не будет. Поэтому делают вот такие тоннели. Будут подземные переходы. 3 полосы в одну сторону, 3 в другую. Правда, разметки здесь пока еще нет. Но, как обещают, от трассы М7 до центра города можно будет добраться всего за 15 минут.
Это самое начало участка Вознесенского тракта от Аметьевской магистрали с пересечением улицы Гвардейская до проспекта Победы. Его протяженность почти 4 километра. Движение запустят уже в октябре. Готовность 94%. Журналисты сегодня первыми оценили новую дорогу. Проект нужен был еще вчера. С учетом той автомобилизации, которую Казань испытывает, кроме бэби-бума и транспортный бум, на сегодняшний день эта дорога жизни, нужна она как воздух. Очень важно, что то, о чем мы мечтали, реновация промышленной, скажем так, депрессивной зоны. Вдоль тракта развиваются жилые районы, строятся дома. Предусмотрено 6 школ и 20 детских садов, поликлиники, спорткомплексы. Для пешеходов подземные переходы на Кутуя, Родины и Жиганова. С городской дорожной сетью новую магистраль связывают дополнительные съезды и проезды. Планируемая скорость на Вознесенском тракте 70 км в час. Потребность есть. Я сам живу за городом. И каждое утро добираться, плюсы будут, экономия времени. Я ее очень жду, эту дорогу, потому что мне и в деревне ездить по этой дороге как раз было бы удобно, на М7 выход будет. И домой ездить тоже удобно и быстро будет. Надеюсь тоже, да, что пробки наконец-то здесь закончатся. Вторую очередь Вознесенского тракта от проспекта Победы до трассы М7 ждут еще больше. Дорога поможет разгрузить самые проблемные участки, где постоянные пробки. Мамадышский тракт, выезды из поселков Салмачи, Привольный, Вишневка, Куюки. Готовность дороги зависит от финансирования на следующий год. По второму этапу в этом году выделено финансирование на реконструкцию путепровода по улице Фучика. И уже 30 августа мы откроем по нему движение верхнее. Вы сейчас знаете, что путепровод приходится объезжать. На другие виды работы в этом году средства не предусмотрены. Надеемся, что на будущий год федеральное правительство Республики Татарстан найдут деньги технически. Вторую очередь Вознесенского тракта можно построить до конца следующего года. Стоимость строительства второго участка Вознесенского тракта оценили в 26 миллиардов рублей. Будут ли они? Вопрос. Если в проект вложатся частные инвесторы, то появляется вероятность, что трасса от М7 до проспекта Победы станет платной. Кто-то должен вложиться в эту дорогу, да? И я, насколько знаю, в ближайшее время будет заседание в агентстве инвестиционного развития, где будет рассматриваться этот вопрос. Для города важно, чтобы эта дорога была. В каком состоянии она будет, платная она будет или бесплатная, это уже второй вопрос. На втором участке работы сейчас выполнены только на 27%. Вероника Гайнудинова, Алмаз Зиадинов, ТНВ, Казань. Снова вернулся с золотом. Выпускник Казанского 131-го лицея второй год подряд одержал победу на Международной олимпиаде по химии. В этом году она прошла уже в очном формате в Швейцарии. Как мы выяснили, 4 российских школьников выступали под нейтральным флагом. Всю интеллектуальную силу и мощь страны показал казанец Никита Перов. Второй год подряд он увозит золото этой олимпиады. Накануне с ним встретился премьер-министр России Михаил Мишустин. А сегодня мы встретились с Никитой. Красивая. В книжке написано, что у меня есть полграмма золота. Никита Перов показывает свои золотые медали. Все за победу в Международной олимпиаде школьников по химии. Уже второй год подряд Никита Перов здесь лучший. Задание он решил за 5 часов. Было сложно уложиться время. В теоретической части было 10 задач. То есть там стопка листов заданий и листов для ответов. 100 листов, в общем-то, было. То есть еще очень много времени уходило чисто на то, чтобы прочитать все. В прошлом году писали олимпиаду заочно, был только теоретический тур. В этом году Международная химическая олимпиада прошла в очной форме в швейцарском Цюрихе. Участвовали 348 школьников из 90 стран мира. Россию под нейтральным флагом представили 4 ребят из Татарстана, Башкортостана, Московской области и Алтайского края. На родину вернулись с 3 золотыми и серебряными медалями. Наш Никита Перов в рейтинге среди всех участников занял 3-е место. 18-летний гений химии не раз побеждал на олимпиадах разного уровня. Накануне Никита принял участие во встрече с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным. Здесь были все победители международных олимпиад страны. Казанец смог задать ему вопрос. Какие книги во время вашей учебы в ВУЗе оказали на вас самое сильное влияние и сыграли важную роль в вашем профессиональном становлении? Очень хороший вопрос. Я назову тебе 3 книги. Первая – Перельмана книга «Занимательная математика», которая меня привела в математику. Кто читал? Вторая книга называется «Альберт Эйнштейн. Творец и бунтарь».
Третья книга под редакцией Сканави, математики. Я думаю, она еще есть в вашем портфеле. Талант Никиты к наукам одной из первых заметила его учитель по химии Эльфия Сафонова. Готовить юношу к олимпиадам начала с 7 класса. Когда я увидела, что скоростное мышление у ребенка гораздо выше, чем у его одноклассников, я ему предложила позаниматься решением олимпиадных задач. В 8 классе Никита стал заниматься уже более серьезнее. И учебник, школьный учебник уже остался далеко позади. И он изучал химию по литературе, по научной литературе именно высшей школы. То есть это первый курс химического института КФУ. Никита Перов решил, высшее образование будет получать в Казани. Здесь сильная химическая школа. Без вступительных экзаменов его уже приняли в КФУ. Он будет изучать фундаментальную и прикладную химию. Насчет лаборатории и технического оснащения могу сказать, что КФУ в некоторых областях опережает МГУ. В некоторых, конечно, нет. Посетив Швейцарию, я начал задумываться в целом о том, что учиться за границей тоже очень хорошо. И начал задумываться о поездке не на этапе бакалавриата, но в аспирантуру, например, то есть, что называется, PhD, или на постдокторнатуру. Со своей будущей профессией Никита еще не определился. Говорит, на данный момент видит себя исследователем или ученым. Сирина Васильева, Лейсан Саитова, ТНВ, Казань. Это все, о чем успели вам рассказать к этому часу. Сейчас прогноз погоды. Следующий выпуск новостей Татарстана смотрите в 21:30. Увидимся. Компания «Промтех Казань» приглашает на работу программистов станков ЧПУ, инженеров-технологов, слесарей по изготовлению труб, операторов станков, кладовщиков, диспетчеров производства, контролеров качества, монтажников радиоэлектронной аппаратуры, сборщиков, клепальщиков. Требуются сотрудники на прием и распределение товара на складском комплексе Wildberries. Опыт работы не требуется, мы всему вас научим. Скачай приложение WB Job, заполни анкету и выбери удобное место работы. Ждем тебя в нашей команде. Все лето в Казанском цирке. Легендарный цирк Никулина. Подари себе счастье, и все будет хорошо. На ТНВ прогноз погоды. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах и Азнакаево малооблачная погода без осадков. Ночью около 17 тепла, днем до 27 градусов выше 0. В набережных Челнах, в Нижнекамске и Елабуге осадки маловероятны. Ночью около 17 градусов тепла, днем плюс 29. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше вероятность осадков небольшая. Ночью 16, днем 27 градусов тепла. В Арске, Кукмаре, Балтаси сухо и жарко. Ночью плюс 15, днем до 28 градусов. В Болгаре, Дрожжином, Буинске малооблачная погода, дожди не прогнозируются. Ночью до 19 градусов тепла, днем 30 градусов. Аналогичная картина в Альметьевске, Чистополе, Мамадыше. Ночью до 17 тепла, днем 29 градусов со знаком плюс. В последующие сутки жаркая погода сохранится. Вероятность осадков минимальная. В Казани ожидается малооблачная погода без осадков. Ночью воздух прогреется до 17 градусов тепла, днем плюс 29. Ветер северо-западный умеренный. Атмосферное давление и влажность воздуха в норме. Магнитное поле Земли спокойное, но высокие температуры неблагоприятны для самочувствия. Оставайтесь с нами на ТНВ и берегите себя.